Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Мужчина, будет ли он к вам проявляться? И вообще, что он за мужчина и чего от него ждать? Загадайте, пожалуйста, на того, кто вам нравится, кто вам интересен. И давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы ходят моими руками, пусть что сейчас от нас скрыто, это очень знать. Так, мои хорошие, отсыпочка у нас общая, пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Мужчина-то влюблен в вас, влюблен, причем, видите, как сердце свое пытается вам подпихнуть. Но у мужчины, несмотря на эту влюбленность, у него какая-то белка в голове. Когда показывают белку, это говорит о том, что либо тяжелая работа, либо работа, которой он стесняется, либо работа, которая занимает у него все силы, всю энергию занимает. Вот. Сейчас он сосредоточен именно на своей работе. Либо работа его не пускает к вам. Но вот нет возможности двинуться в вашу сторону. А что он вам предложит? Редкие встречи? Там, раз в неделю? Или что? Там, роман по телефону? В социальных сетях? Что он вам может предложить? Если он с этой белкой в голове живет. Я бы сказала, что он либо трудоголик, либо такие жизненные обстоятельства, когда ему приходится пахать. Причем пахать очень конкретно. И еще, девочки, у кого-то отыграется наличие другой женщины, которая всячески пытается его около себя удержать. Причем она может его и шантажировать, и даже угрожать ему может. Да, шантажировать, там, допустим, что вот ты вдруг там от меня уйдешь, и я возьму и что-то сделаю. Либо может говорить ему, что она от него там беременна, да, либо что она там вам что-то про него расскажет. Вот как угроза еще от какой-то женщины идет. Угроза, вот это я вижу. У мужчины, кстати, да, этот мужчина, он давно на вас глаз положил, давно вы ему понравились, даже задолго до того, как вы на него внимание обратили. Где-то он вас видел, где-то вы пересекались, вы на него внимания не обращали, а вот он прям влюбился с первого взгляда, все думал о вас, все мечтал о вас. Знаете, вот такая мысль, мне бы такую женщину, да. Ох, если бы такая женщина на меня внимание обратила, да я бы самый там счастливый был бы в мире. Давно вы ему нравитесь, давно любовь зреет в его сердце. А это именно любовь, видите, сердце. Сердце, конечно, он не в вертикали держит, в горизонте, потому что чувства свои он от вас скрывает. Хотя на лице у него все написано, как он к вам относится. Когда он на вас смотрит, вы и сами понимаете, что вы ему очень сильно нравитесь. Вы и сами понимаете, что он влюблен в вас. Причем влюблен очень сильно. Вот, даже без всяких отсыпок, без гаданий вы это понимаете. Но вам тоже ваше сердце подсказывает, что да, чувство есть, и чувство достаточно серьезное. Так, еще по поводу мужчины. У мужчины, помимо вот этой белки в голове, у него еще, видите, вот этот серп над головой. По серпу очень часто проходят очень сложные периоды в жизни. Периоды, когда человек выходит с одного этапа, переходит в другой этап. Когда человек должен принимать достаточно мощные решения, которые влияют не только на сегодняшний день, но и на будущее. Кстати, еще серпами очень часто показывают скандалы, ссоры, какие-то страшные обстоятельства, да, которые возникают между людьми. Опять же,
Он не хочет, например, вас спутывать, либо не хочет, чтобы на вас это все ложилось. Ну, допустим, чтобы вам кто-то мог навредить из-за него, там, в отместку ему навредить вам. И такие могут быть моменты. Опять же, отсыпка общая, вы все разные. Он очень бережно к вам относится. И если бы вы могли залезть к нему в голову, ну, у вас бы сразу все вопросы и отпали. Вы бы прочитали, там большими-большими буквами написано: «Я тебя люблю, я тебя хочу, я хочу быть с тобой, я хочу, чтобы ты стала моей». Да, вот такие вот прям невероятные слова написаны. Ну, поскольку это невозможно, да, я вам передаю через отсыпку. На вопрос, будет ли он к вам проявляться, ответ положительный. Да, конечно, будет. Всему свое время, девочки. У него есть причины, чтобы сейчас не проявляться. Но эти причины, они скоротечны. Скоро все поменяется. Поменяется в его жизни, в его жизненных обстоятельствах. Ну и потом перемена и к вам придет, да, когда он к вам проявится. У него обширные планы на вас. У него очень много желаний, связанных с вами. И это не только интимного характера желания, но и желания вот такие, знаете, не просто быть с вами, но быть вашим мужем, и чтобы вы были его женой. Вот такого серьезного плана у него желания. Так, еще один важный момент. Рыбку видите с вашей стороны? Вы ведь тоже начинаете в него влюбляться. И как бы вы не отрицали это, но влюбляться вы в него точно начинаете. Потому что вы его любовь чувствуете. Сейчас вы полны сомнений, ну, потому что он не проявляется, он ведет себя достаточно, ну, и скромно, и странно. Кажется, что он сторонится вас. Но когда встречаетесь, конечно, по глазам все видно, но а в целом поведение такое закрытое у него получается. И вас действительно очень сильно мучают эти сомнения, прям мучают. Девчонки, не мучьтесь, поймите, что это судьба, и всему свое время. Здесь нет такого универсального рецепта, который бы мог ускорить эти все события. Мужчина должен разобраться со своими проблемами. Вот когда он от этого всего вот избавится, да, когда он прям чистенький будет, да, сверкать как новая монеточка, вот тогда он к вам и подойдет. Мужчина очень ответственный и глубоко порядочный. Он не хочет вас загружать своими проблемами. Он считает, что это недостойно. Он считает, что это просто вот против всех этических и моральных правил. Но опять же, он высоко вас ценит, он вас и уважает, и любит. Конечно, он не придет весь такой больной, израненный к любимой женщине. Да, вот смотри, я такой проблемный, бери меня, исцеляй меня, помогай мне, да, выслушивай о всех моих там жалобах. Не будет он этого делать. Вот он проблемы свои порешает, тогда к вам, девочки, придет. И тогда перед вами откроется. Причем ждать уже недолго вам осталось. Тут сама судьба ему помогает. Скорее с вами пару ставить. Смотрите, в венце нам четко показано, что вы станете друг возле друга. Что вы с друг другом будете связаны. Причем связаны очень крепко. Это будет. Это обязательно будет. Это ваше будущее. И еще один очень важный момент. Когда вы с этим мужчиной соединитесь, по закону подлости появится тот, кто оставил след в вашем сердце. Он появится и потянет к вам свои руки. Да? Вот прям как почувствует, что вы влюбляетесь, почувствует, что вам хорошо, что вы мужчину своего встретили. Как из-под земли появится. И сразу, значит, к вам руки начнет тянуть. Вот. И для вас, девочки, дилемма будет, как поступить. В прошлое вернуться или в будущее пойти. И сейчас кажется, что это будет легко, но на самом деле это будет очень тяжело. Здесь вас ждет очень конкретная нервотрепка, будет такое ощущение, что вы вот в стиральной машине, в барабане стиральной машины крутитесь. И события очень быстро будут возникать и проноситься перед глазами. И один мужчина на вас будет давить, да, и другой мужчина будет от вас ждать вашего решения. Тут просто сложно вам придется на самом деле. Но решать все-таки вам. Последнее слово будет за вами. Выбирать вы будете между прошлым и будущим. Вот такой вот сложный выбор перед вами станет. С одной стороны, вам выбор дается, а с другой стороны, это тяжело, конечно, очень тяжело.
Ведь тот, кто появится, он ведь в сердце у вас крепко поселился, держится, да, за ваше сердечко. Как бы он там вас не обидел, как бы он там не поступил, но вы любили этого человека, любили, и невозможно разлюбить в один момент. Даже некоторые за всю жизнь не могут разлюбить. То есть вы поймете, что вот они, два мужчины, которых я люблю. Два мужчины, с кем бы я, да, хотела быть вместе. Но придется выбирать. К сожалению, многомужество, да, во многих странах не практикуется. По-моему, только на Тибете осталось. Вот, придется все-таки выбирать одного. Да, вам сложно будет, вот честно говорю, вам будет очень сильно сложно. Но вы справитесь, вы женщина сильная. Вы счастливой все равно станете. Вот как бы жизнь вас не ставила в разные позы, но счастливой вы точно станете. Счастье свое вы обретете. Ну, это на роду вам написано. Всем вам, кто зашел на эту отсыпку, на роду написано счастье в личном обрести и быть очень счастливой женщиной. Так, чтобы вы сами про себя это говорили, что я счастливая женщина. Детям своим говорили, внукам своим говорили, правнукам своим говорили, да, о том, что вы счастливая. Но счастье просто так не дастся, понимаете? Тут и не рвать трёпочка у вас произойдет. Прошлый мужчина, ну вот из прошлого, из вашего, он для вас открытая книга. Вы уже его знаете как облупленного, знаете, на что он способен, чего от него ждать, да, какой он там в быту, в характере, в жизни. А вот этот мужчина, он все-таки такой интересный, да, это как новая книга, еще не прочитанная. Ну и будете, значит, вы выбирать. К сожалению, помощника у вас я тут не вижу, придется выбор делать самостоятельно. Но кого бы вы ни выбрали, счастливой вы все равно станете. И еще вижу, когда вы в пару сойдете с человеком, да, вот вместе будете, большая удача придет в вашу жизнь. Удача будет дана на двоих, то есть и вам, и мужчине. То есть как половинка на половинку, да, 50 на 50. Поодиночке удача не светит, а вот когда вы в паре, вдвоем, вот приходит большая удача. И вы эту удачу прочитаете как знак. Знак, что пара счастливая, что вот вместе вы счастливыми станете. Так оно и есть. Это будет правдой. Так что, мои милые, будет он и открываться, и признаваться, и ухаживать. Все будет. Романтика будет, признания будут, нежность будет. Но в момент, когда вы сойдетесь уже в пару, да, появится кто-то из вашего прошлого и тоже начнет на вас претендовать, и тоже начнет руки в вашу сторону тянуть. И дилемма образуется просто моментально. Вот кого выбрать? Этого либо того. Но решать будете только вы. Так, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.